Согласно видеозаписи, распространенной в китайских социальных сетях, 50-летняя уйгурка, освобожденная из лагеря в тяжелом состоянии, не смогла оправиться и вскоре скончалась. Бывшая узница Зумрат Дауд рассказала, что покойная являлась матерью ее знакомой. По ее словам, женщину задержали и направили в концлагерь из-за того, что она ранее посещала Турцию. 2 года заключения сказались на ее здоровье, после чего ее выпустили на свободу. Женщина скончалась в больнице после длительного лечения. Узников концентрационных лагерей в Восточном Туркестане подвергают жестоким пыткам и заставляют принимать неизвестные препараты, которые наносят серьезный вред физическому и психическому здоровью и приводят к внезапной смерти. Несмотря на то, что китайские власти заявляют, что закрыли концентрационные лагеря и что 90% уйгуров вернулись в свои дома, информация, отраженная в социальных сетях Китая, доказывает обратное. Более 145 тысяч граждан Великобритании призвали правительство принять меры по вопросу миллионов мусульман, содержащихся в китайских лагерях. После того, как веб-сайт Jewish News запустит акцию по повышению осведомленности о тяжелом положении уйгуров, парламент обсудит вопрос о введении санкций в отношении Китая. Правозащитные группы обвиняют Китай в репрессиях, преследовании, трудовой эксплуатации, стерилизации и других преступлениях против уйгуров. Более 150 парламентариев поддержали предложение Jewish News о введении санкций в отношении Пекина. Рассмотрение предложения состоится на следующей неделе. Силы безопасности Малайзии заявили, что с 2016 по 2019 год задержали 60 граждан Китая, которые нарушили границы территориальных вод страны в Южно-Китайском море. В письменном заявлении Управления морской безопасности Малайзии указывается, что в этот период китайские корабли совершили 89 нарушений границы. За это время было задержано 60 китайских граждан и захвачено 6 судов под китайским флагом. В прошлом месяце правительство Малайзии направило в ООН обращение, в котором оспорило претензии Китая в Южно-Китайском море. Министр иностранных дел Хишамуддин Хусейн заявил, что Малайзия имеет законные права на континентальный шельф на расстоянии до 200 морских миль от берегов Южно-Китайского моря. Министерство иностранных дел Японии сообщило, что в рамках официального визита в Монголию Мотеги Тошимицу провел переговоры со своим коллегой Нямцереном Эндхайваном. Япония предоставит Монголии суду в размере $236 миллионов для оживления экономики страны. На пресс-конференции, состоявшейся после встречи, министр Мотеги обратил внимание на важность отношений между Монголией и его страной, которая защищает универсальные ценности, такие как права человека, свобода, верховенство закона и демократия. «Мы хотим развивать двустороннее стратегическое партнерство», подчеркнул Тосимицу. По данным информационного агентства Кьода, Мотеги отдельно приняли президент Монголии Халтмаа Баттулга и премьер-министр Ухнаа Хурилсух. В ходе встречи с президентом Монголии обсуждались вопросы развития инфраструктуры железных дорог Монголии и укрепления сотрудничества по добыче руды. Армения нанесла ракетный удар по городу Гянджа, нарушив режим прекращения огня. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана. В ночь на 10 октября вооруженные силы Армении нанесли ракетный удар по жилым домам во втором самом крупном городе Азербайджана Гяндже. Погибли 9, ранены 34 человека. В письменном заявлении главной прокуратуры Азербайджана указывается, что армянские ракеты поразили дома мирных жителей. 4 из погибших женщины. Среди раненых 16 женщин и 6 детей. В ходе боев, начавшихся 27 сентября в ответ на провокации армянской стороны, вооруженные силы Азербайджана освободили до 30 оккупированных Арменией населенных пунктов страны, в том числе город Джабраил и поселок Гадрут.